Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 600 миллионов рублей выделено с 2021 года на программу развития сельского хозяйства, рассказал министр Беслан Джопо на встрече в Общественной палате. Новый проект «Народная сцена Лапчаба» стартует в республике 20 ноября. Премьера спектакля «Чайка» откроет новый сезон Русдрама. Профессор Владимир Зантаря рассказал об интересных фактах, связывающих Чехова и Абхазию. Показатели по экспорту цитрусовых в этом году превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом на встрече с президентом Бадры Гунба сообщил председатель Государственного таможенного комитета Отто Археце. Он доложил главе государства о результатах деятельности ГТК за 10 месяцев 2025 года. Смотрите видео пресс-службы главы государства. Показатели по экспорту цитрусовых в этом году превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом на встрече с президентом Бадры Гунба сообщил председатель Государственного таможенного комитета Отто Археце. На сегодняшний день вывезено 5986 тонн мандарин. Это на 297 тонн больше, чем в прошлом году. Фейхоа вывезено 1112 тонн. Это на 147 тонн больше, чем в прошлом году. Хурма 214 тонн, на 8,5 тонн больше, чем в прошлом году. Лимоны, как никогда, в этом году вывезено 250 тонн. По сравнению с прошлым годом это на 123 тонны больше. Оказать необходимую помощь экспортерам для того, чтобы беспрепятственно эти товары проходили. Мы с российской стороной достигли определенного уровня взаимодействия. Никаких проблем, как это бывало в предыдущие годы, с перевалкой цитрусовых у нас на границе с коллегами не возникает. Надо сохранить этот высокий уровень взаимодействия с коллегами. Я знаю, что ваши службы очень активно прорабатывают и готовятся к тем мероприятиям, которые сегодня проходят на границе. Надо будет держать это также на личном контроля. Председатель ГТК Отто Археце ознакомил президента Бадру Гунба с итогами деятельности ведомства за 10 месяцев текущего года. Хеце отметил рост доходов и сборов, а также представил ключевые приоритеты по модернизации и техническому оснащению службы на 2026 год. Основной вклад в эту динамику внес импорт, который увеличился на 10% и достиг 43 миллиардов рублей. Рост обеспечили такие виды, как машины и оборудование, плюс 46%, подакцизные товары, плюс 12%, и минеральная продукция, включая топливо, плюс 4%. Это по сравнению с прошлым годом. Экспорт по итогам периода снизился на 12% и составил 5 миллиардов 25 миллионов рублей. Основное снижение связано с падением экспортных объемов по лому черных металлов, текстильной продукции и также рыбной муки и рыбному жиру. По линии администрирования таможенных платежей за отчетный период начислено 3 миллиарда 758 миллионов рублей. Это выше уровня 2024 года на 347 миллионов рублей и превышает показатели 2023 года на 728 миллионов рублей. План по платежам на 10 месяцев выполнен на 101%.
Общий товарооборот Республики Абхазия составил более 48,5 миллиарда рублей, что на 3 миллиарда 200 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 7,3%. Импорт увеличился на 11% и достиг 43 миллиардов 300 миллионов рублей. Рост обеспечен поставками машин и оборудования плюс 46%, подакцизных товаров плюс 12% и минеральной продукции плюс 4%. Экспорт снизился на 12% и составил чуть более 5 миллиардов рублей. По линии администрирования таможенных платежей начислено 3 миллиарда 758 миллионов рублей, что больше показателей 2024 года на 134 миллиона рублей. Платежи исполнены на 102%. Приоритеты на 2026 год включают развитие системы управления рисками, совершенствование таможенного законодательства, внедрение новых информационных решений. Отдельное внимание техническому оснащению пунктов пропуска рентген-сканерами и мобильными ИДК. Проведено более 50 оперативных и профилактических мероприятий. Выявлено 219 административных нарушений. В бюджет поступило свыше 7 миллионов рублей штрафов. Продолжена системная работа по укреплению сотрудничества с Российской Федерацией. С 1 января 2025 года начал применяться новый таможенный кодекс Республики Абхазия. Продолжается согласование протокола о взаимном признании результатов таможенного контроля в электронном виде. Завершена подготовка соглашения с Таможенным комитетом Республики Южная Осетия. Проведены мероприятия на таможенном посту ПСОЛ для обеспечения стабильной работы границы в курортный и цитрусовый сезоны. Президент отметил эффективность работы Государственного таможенного комитета и подчеркнул ключевые задачи, направленные на укрепление экономической безопасности и значительное пополнение бюджета. Ключевая роль Государственного таможенного комитета в формировании, в том числе и в пополнении бюджета нашей страны, она очевидна. В этом смысле нам необходимо усилить работу. Уверен в том, что есть резервы, которые мы должны еще использовать. Я, пользуясь случаем, благодарю весь личный состав. Конечно же, наша главная ключевая цель – это получить полный анализ, полную информацию и полное оформление товаров и грузов, заходящих на территорию Абхазии. Это обязательно должно быть доведено до личного состава. Как только мы выстроим эту систему наиболее эффективно, мы найдем механизмы применения и поощрения сотрудников. Давайте пойдем по этому пути, чтобы мы были честны друг перед другом, ответственны. К сожалению, вот в рамках и правоохранительной деятельности вы знаете, что есть определенные факты, где незаконное пересечение товара пресекается. Это в том числе и благодаря поддержке сотрудников таможенного комитета. Эту работу надо продолжать. Это позволит нам не только на входе, на границе увидеть объем товара, но и это будет возможность для нашей налоговой службы, Министерства по налогам и сборам в полной мере видеть картину того, что завозится на территорию Абхазии. А это дополнительные бюджетные возможности. Мы часто говорим, в нашем обществе часто говорят о том, что надо повышать зарплаты, пенсии, социальные выплаты. Ну как это сделать, когда есть проблемы с оформлением, с учетом? Нам нужно в первую очередь решить эти проблемы. Я знаю, что вы над этим работаете. Правоохранители над этим работают, и мы обязательно в этом смысле усилим это направление. В целом показатели положительные, динамика положительная, нам обязательно нужно сохранить эту динамику. Глава государства выразил благодарность председателю Государственного таможенного комитета и всему личному составу за проделанную работу. Премьер-министр Владимир Делба и губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетили открытие выставки картин из коллекции Каманского мужского монастыря Иоанна Златоуста «Отражение небесного в земном». Экспозиция открылась в музейном комплексе «Двор Постникова» Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
На выставке представлены 60 работ художников Тимура Цвижба, Дианы Воуба, Данила Допо, Адгура Пили, а также Аненкова, Антонина, Баяджан, Голуб и других авторов. Они посвящены древним христианским святыням Абхазии. Особое место занимает серия портретов христианских подвижников. Выставка состоялась в результате договоренностей, достигнутых в августе этого года во время визита делегации Псковской области в Абхазию во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Настоятель Каманского монастыря Игнатий поблагодарил премьер-министра Владимира Делба за содействие в организации выставки. Очень рад приветствовать вас всех, дорогой владыка, дорогие сотрудники музея и наши собратья, которые приехали сюда в лице Владимира Валерьевича Делба, который оказывал содействие также в создании этой выставки. Мира вам всем, Божьей помощи. Конечно же, я прекрасно понимаю, что наши работы скромные, это не шедевры мирового искусства, но они отображают нашу историю, нашу жизнь, нашу духовность. И мы привезли вам наше сердце, наши добрые сердца для вас, для жителей Пскова. Псков, который является великим городом в России, Псков – это особое место, где свершались судьбы России. И Псков защищал, ограждал Россию от всех невзгод и от войн. Эта выставка не просто демонстрация картин, это свидетельство глубокой дружбы и духовной связи между Абхазией и Россией, между нашими народами. Каждая работа, представленная здесь, несет в себе общую частицу истории и культуры, объединенных единой верой. И я абсолютно убеждена, что такое невероятно сакральное духовное место, как Каманский монастырь с его святынями, связанные с именем Иоанна Богослова, Иоанна Крестителя, святого Василиска, он сыграл колоссальную роль в истории православия. Батюшка Игнатий, спасибо огромное, что вы сделали для нас этот подарок. Это подарок для всего Пскова. Ну, а мы постарались придать этой выставке вот такое хорошее звучание. И я благодарна вам за то, что вы оценили эти усилия. Спасибо. Благодарю вас сердечно. Вести из зала суда. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых в стрельбе в Сухуме 11 ноября. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска МВД и отдела уголовного розыска Сухумского УВД, совместно с сотрудниками СГБ 14 ноября был задержан Шинкубас Тамур Амиранович, 95-го года рождения. 15 ноября был задержан Джикер Башарат Иродионович, 84-го года рождения. В отношении Шинкуба и Джикерба Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание всех лиц, причастных к совершенному преступлению. Напомним, в результате стрельбы, произошедшей 11 ноября на улице Гумской в Сухуме, были ранены 5 человек. Один из пострадавших, Руслан Адлиба, позже скончался в республиканской больнице. 20 ноября в городе-герое Гудауте пройдут мероприятия к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Это парад конников и юбилейный вечер Абхазия Ардзинба Свобода в Доме культуры имени Досания. В программе будут представлены танцевальные и вокальные коллективы, а школьники прочтут стихи о первом президенте. Заявление МИД Грузии является еще одним пропагандистским шагом, направленным на искажение реальной ситуации, уводящим от сути проблемы необходимости признать реальность существования независимой республики Абхазия. Документы, составляемые под давлением грузинской дипломатии, не могут считаться объективными, так как они изначально базируются на ложных предпосылках и ангажированной трактовке событий. Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия Одиссея Бигвава в связи с заявлением МИД Грузии, приветствующим 32-й консолидированный доклад генерального секретаря Совета Европы. В Минэнерго Абхазии обсудили ситуацию с топливом. Министр энергетики Батал Мужба провел совещание с представителями топливных компаний республики.
Были обсуждены текущие вопросы, возникающие в работе топливных компаний и прогноз сбалансированности рынка в краткосрочной перспективе. В ходе рабочего совещания стороны обменялись видением в совместном решении актуальных вызовов и реагирования на изменения внешних факторов. Уважаемые коллеги, в таком формате мы периодически собираемся по разным поводам. Сейчас, как мы все с вами знаем, ситуация в отрасли продолжает быть достаточно непростой. К сожалению, большую часть факторов как-то часто бывает не зависящих от нас, которые формируются не внутри нашего рынка и под воздействием внешних факторов, которые в том числе тоже связаны с разными факторами и с общей ситуацией, которая происходит на рубежах. Поэтому сейчас у всех компаний разная ситуация на сегодняшний день. Надеюсь, что сегодня мы послушаем каждого из вас и сможем услышать проблемы, которые есть у каждого участника, какие возможности есть, ну и сообща и скоординированно стараться решать те проблемы, которые есть у всех отраслей, чтобы не происходило какого-то перегруза или создания искусственных сложностей в отношении отдельных участников рынка. Мы же все понимаем, что все так или иначе взаимосвязаны в рамках нашей страны и в рамках общего рынка. $600 миллионов было выделено на ведомственную целевую программу развития сельского хозяйства с 2021 года по текущий момент. Об этом на профильной встрече в Общественной палате республики рассказал секретарь комиссии Минсельхоза Тевас Ачба. В рамках встречи с министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа и вице-премьером Вараздатом Минасяном обсуждались актуальные вопросы аграрного сектора страны: животноводство, растениеводство и перспективы развития сельского хозяйства в Абхазии. Подробности в репортаже Рады Чачава. Ведомственная целевая программа, направленная на развитие сельского хозяйства Абхазии, осуществляется с 2021 года. За минувшие почти 5 лет на реализацию программы выделено уже $600 миллионов. Об этом говорилось в рамках прошедшей в Общественной палате республики встречи с министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа, вице-премьером Вараздатом Минасяном и секретарем профильной комиссии, главным агрономом Абхазии Тевазом Ачба. Всего реализовано уже, значит, если мы по районам будем разбирать, то в Гагарском районе 28 проектов на сумму 12,7 миллионов рублей. В Гудаутском районе 178 проектов на сумму 73 миллиона рублей. В Сухумском районе 98 проектов на сумму 41,3 миллиона рублей. В Гулерипском районе 96 проектов на сумму 43,7 миллионов рублей. В Ачимчирском районе 369 проектов на сумму 140,8 миллионов рублей. В Творчальском районе 40 проектов на сумму 43,5 миллионов рублей. В Гальском районе 38 проектов на сумму 22,5 миллионов рублей. Большая часть проектов подана участниками по направлениям растениеводства и приобретения средств малой механизации. То есть в этом больше видят перспективы и необходимость. Согласно приведенной статистике, за время работы целевой программы 256 хозяйств были оснащены средствами малой механизации. Было введено в оборот почти 300 гектаров сельскохозяйственных земель, садов и виноградников. Высажено почти 250 тысяч корней саженцев многолетних насаждений. В части растениеводства было создано 680 самозанятых рабочих мест. По переработке сельхозпродукции с 2021 по 2024 год было организовано и поддержано 56 проектов на общую сумму 86,1 миллионов рублей, среди которых мини-цеха по производству аджики, соков, сухофруктов, а также складские помещения для приема цитрусовых, хранения фруктов.
занятых и трудоустроенных граждан в данном секторе составляет, значит, количество 213 человек. По животноводству одобрено 180 проектов на сумму 59,8 миллионов рублей. Всего за период реализации программы с 2021 по 2023 год, по 2023 в основном по направлениям птицеводства, пчеловодства, а также выращивания мелкого и крупного рогатого скота. По направлению рыбоводства, по словам Тывааза Ачба, было одобрено 12 проектов на сумму почти 9 миллионов рублей. А в 2025 году, согласно программе, которая осуществляется на сегодняшний день, планируется заложить 153 гектара садов многолетних насаждений. Уже идут работы по закладке участков цитрусовыми и другими культурами. В этом году уже передано участникам программы свыше 20 тысяч корней цитрусовых. Всего заказано 98 тысяч корней саженцев, из которых цитрусов 50 тысяч корней, а также 20 тысяч корней винограда. Виноград у нас уже вот с каждым годом сейчас на второе место выходит после остальных. 6 тысяч корней хурмы и 20 тысяч корней различных косточковых, семечковых, ну, других фруктовых, там груши, яблоки, сливы и так далее. На сумму 51 миллион в текущем году заказаны 151 единица средств малой механизации, это мини-тракторов и мотоблоков для участников программы. Как отметил министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа, все проекты, реализуемые в рамках ведомственной программы, распределяются Государственной комиссией, в состав которой входят представители Министерства финансов, Кабмина, парламента республики и иных ведомств. Результат зависит от активности участников. Наибольшее количество проектов поступает преимущественно из районов с большим земельным балансом и сельскохозяйственным потенциалом. На руки нашим исполнителям, нашим заявителям средства не выдаем по нашей программе. То есть мы предоставляем все необходимое для того, чтобы он смог начать ту или иную деятельность, приобрести, построить оборудование или начать небольшую предпринимательскую деятельность. То есть для этого у нас есть по закону о госзакупках объявляется конкурс, объявляется тендер. Мы цель это ввести в оборот те земли, которые уже не используются. У нас цифры такие, что из 205 тысяч гектаров наших сельхозугодий сегодня на последние годы около 30 с лишним тысяч гектаров залежи. Эти земли мы стараемся привести. Ну, к сожалению, пока так и же много, это 300 с чем-то гектаров, но тоже уже оборот, где люди уже что-то выращивают. То есть они скорчевали, почистили, ввели в оборот, и это уже такая как бы подспорье для наших сельхозугодий. Беслан Джопуа также рассказал, что 10 миллионов рублей ежегодно выделяются на борьбу с вредителями. Необходимые для сельчан химикаты распределяются на все районы Абхазии. Их можно получить бесплатно в местных администрациях. На складах, на складе помещений находится объем именно этой продукции для того, чтобы если вдруг появится форс-мажорные обстоятельства, чтобы мы смогли первым образом повлиять на эту ситуацию. То есть в этом нам помогает Министерство сельского хозяйства России, в этом международные организации нам помогли, и ежегодно из бюджета мы выделяем 10 миллионов для приобретения именно необходимого для планового профилактики и в дальнейшем для того, чтобы провести мероприятия тоже. К сожалению, есть проблема такая, довести до каждого крестьянина именно препарат, объяснить ему, когда это нужно применить, и что он имеет возможность бесплатно, безвозмездно у главы села или пойти в район, в конце концов, не приезжая. Но все госхозы и арендные предприятия мы обеспечиваем по их заявкам. По словам Вараздата Минасяна, правительство республики планирует закупить специализированные агродроны для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Мы планируем, по крайней мере, помимо того, что раздается бесплатно, мы хотим приобрести агродроны, да? Если получится, рассматриваем такое, есть предложение поступило,
и чтобы мы могли вообще лечением тоже заниматься, вот население лечить, если получится бесплатно, как бы, да, вот эффективность в этом тоже большая есть. Как бы вот сами производители говорили, вот ореха особенно, да, то, чтобы, если бы еще с лечением помогли бы, вот такие планы тоже есть, чтобы приобрести агродроны. Члены Общественной палаты задавали многочисленные вопросы представителям правительства республики, в том числе касательно сумм, затрачиваемых тельчанами на экспорт производимой в стране продукции. Поручение было, изучив ситуацию, не более 11 рублей, чтобы перевоз границы не обходил. Ну, из 16-17 рублей дошли до 11, пока держат, проблем нету, созданы все условия российско-абхазской стороной, таможенной службой, чтобы без очередей, там отдельную дорогу, но тем не менее скажу, что вот они формируются, конечно, эти цены не из всех того, что составляют. Там многие службы были как-то предупреждены при наличии каких-то несанкционированных действий, они будут как бы наказаны, поэтому сейчас более-менее спокойно на границе как-то вот в пределах этих сумм проходит. Также Беслан Джопо рассказал, что в рамках ведомственной программы планируется приобретение сельхозтехники на сумму около 150 миллионов рублей. Сейчас мы готовим программы из этих 500 миллионов, которые в будущем году предполагается осваивать, и для того, чтобы обновить парк наших МТСов, мы уже список имеем, вот с Милконовичем мы это вопросы обговариваем, и насколько можем, какую сумму. В пределах программы мы указали до 150 миллионов на приобретение именно сельхозтехники, необходимой для наших вот восстановления или работы МТСов. Еще нам вот для освоения новых земель, вот нами поручено было главой государства и руководителем правительства приобрести очень дорогую стоящую технику, так называемую мульчер. Мульчер – это техника, которая сегодня используется для корчевки, для того, чтобы ввести в оборот уже неиспользуемые 10-15 лет. Там тоже, где стоит древесина. Сегодня для корчевки наших земель используются обычные бульдозеры, техника не специализирована для этого, и поэтому очень большие затраты на него. В рамках встречи Общественной палаты с членами правительства обсуждались также вопросы рыбоводства, производства молочной продукции, животноводства и другие. Рада Чачава, Торника Амичба, Абаза ТВ. Через таможенный пост Адлер ввезено 7 тысяч тонн плодоовощной продукции, в том числе более 5 тысяч тонн мандаринов. С ростом интенсивности ввоза сочинские таможенники фиксируют правонарушения, связанные с несоблюдением запретов и ограничений, а также непредоставлением разрешительных документов на товар. Так, на прошедшей неделе в ходе контроля легкового автомобиля сотрудники таможни обнаружили в салоне и багажнике машины 15 сеток с мандаринами, общий вес которых составил порядка 500 килограммов. Товары сопроводительных, коммерческих или разрешительных документов на цитрусовые мужчина не предоставил, заявив, что мандарины перевозят для личных нужд. Исходя из количества товара, было принято решение о неотнесении его к товарам для личного пользования, ввоз был запрещен. Нарушитель привлечен к административной ответственности. Всего с начала сезона, с октября по настоящее время, по аналогичным фактам возбуждено 44 дела. Выявлено более 1 тонны цитрусовых, перемещаемых с нарушением таможенного законодательства. Индексацию зарплат основной категории бюджетников планируют провести в Абхазии в следующем году, рассказал в эфире радио «Спутник» министр финансов Саид Гулбас. Речь идет о работниках сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, пояснил он. Индексация проводится из собственных средств республики. Вырастут и зарплаты сотрудников силовых ведомств. Повышение пройдет за счет средств российской финпомощи, уточнил Гулбас. Если в ближайшее время ничего не изменится, мы будем вынуждены взять ситуацию в свои руки. Об этом заявил председатель Комитета по государственной правовой политике парламента Дауд Хутаба, который прокомментировал ситуацию для издания «Окно». Он, в частности, сказал следующее. Закон о кадастре недвижимости начал действовать с 1 октября. Прошло 40 дней с того момента, как кадастровая палата начала свою работу. Я полностью согласен с тем, что возникли очень большие проблемы. Ситуацию преподносится так,
Будто главная проблема – это неурегулированные отношения кадастровой палаты и БТИ. Но проблемы не ограничиваются только этим. Их не меньше и у нотариальных контор. Я разговаривал с нотариусами, проводил в рамках своего комитета встречу между представителями нотариата и кадастровой палаты, на которой присутствовали представители исполнительной власти. Наша встреча показала, что существуют серьезные проблемы в правоприменительной практике из-за несовершенства отдельных статей закона о кадастре недвижимости. После обсуждения в парламенте мы заверили исполнительную власть, кадастровую палату и наших нотариусов, что любые поправки, которые будут подготовлены и позволят облегчить ситуацию, мы незамедлительно будем вносить в закон. Мы ждем, но, честно говоря, ВОЗ и ныне там. Если в ближайшее время все заинтересованные стороны не выработают поправки, Народное собрание в лице его депутатов и я в том числе возьмем все в свои руки и, возможно, подготовим и зарегистрируем законопроект, который отложит вступление в силу закона о кадастре. Конец цитаты. Штрихи к неблекнущему образу Вячеслава Читанава, поэт, чьи слова и мысли не утратили актуальность. Творческий вечер, приуроченный к 70-летнему юбилею абхазского поэта Вячеслава Читанава, прошел в Национальной библиотеке имени Папаскир. Друзья и коллеги делились воспоминаниями, связанными с личностью нашего современника, чья жизнь оборвалась в самом зените творческой зрелости. Труды Вячеслава Читанава опубликовались в журналах «Амцапс», «Алашара», в газете «Апснекапш». Его произведения вошли во вторую часть антологии абхазской поэзии «XX век». Он ушел из жизни в 2005 году в возрасте 50 лет. Репортаж с творческого вечера Фаины Матова смотрите в нашем вечернем эфире. Новое приложение для детей на абхазском языке презентовала компания Mobile в образовательном центре STEM Lab. Приложение Анбан – это 10 интерактивных мини-игр для детей от 3 лет. Все в приложении создано для полноценного погружения в абхазскую языковую среду, но в процессе увлекательной и несложной игры. Подробнее о проекте расскажет Надежда Боровикова. Дети проводят слишком много времени с гаджетами. Эта проблема знакома многим родителям. В попытках обернуть это время в пользу ребенка родители ищут приложения с образовательными играми. Написать букву, составить слово, собрать алфавит или подобрать картинку по смыслу теперь можно и на абхазском языке. Компания Amobile поддержала разработку Анбан – интерактивного образовательного приложения для изучения абхазского языка. Мы уже давно поддерживаем проекты, которые направлены на развитие языка, озвучиваем мультсериалы, аниме, записываем аудиосказки на абхазском. Сегодня новый этап этой работы, и мы с гордостью представляем наш новый проект, мобильное приложение Анбан для детей от 3-5 лет. Это совершенно новое, то, чего еще не было в Абхазии, образовательное приложение для детей всех возрастов. Шая хасаб, аба, ягурхар, бешба, ихалойт, аку. С предложением создать обучающие игры на абхазском языке в компанию Amobile пришел разработчик, преподаватель Абхазского госуниверситета и образовательного центра STEM Lab Давид Коява. В его команде еще 4 программистов из России, Беларуси и США, которые познакомились, когда проходили обучение на образовательной платформе Skillbox. У нас была неуверенность в том, что мы справимся, поэтому мы выбрали самые простые механики. То есть это не совсем одна игра, это набор игр, в основе которых лежат базовые механики, которые даже ребенок разберется. Поначалу было сложно, потому что мы никогда такое не делали, поэтому первый месяц прям мучились над разработкой ядра игры. И где-то заняло 4 месяца. Как оказалось, это самое простое было. Сложнее было игру наполнять визуалом, контентом, словами, картинками и озвучкой.
Слава богу, у Тамабайла была отличная поддержка в этом плане, и работа хорошо строилась. Наполнить игру абхазским содержимым Давиду Коява помогали многие. Композитор Тимур Агрба написал музыку специально для приложения. Аниматор, автор мультфильмов Астамур Квициня консультировал команду разработчиков по созданию образов. С вопросами в области филологии обращались к Ноне Тхуазба и Амине Лазба. Главным героем игры стал талисман компании Амобайл, уже знакомый многим мальчик Таташ. А голос ему подарил 12-летний Нарт Тыркба. Конечно, не без помощи звукорежиссера Алхаса Марколия. Мшибзея хучква, шайха хмарб, сарайся их дзюб Таташ. Я озвучивал персонажа Таташ, и это было не так легко. 514 слов я озвучивал, даже больше. Как-то раз я не мог выговаривать букву «Ш», и Алхас Марколя карандаш мне в рот засунул. Я выговорила эту букву. Дети должны разговаривать на своем языке, чтобы дальше еще их дети тоже разговаривали, чтобы наш абхазский язык не терялся. Приложение Анбан – это 10 интерактивных мини-игр. Каждая помогает ребенку развивать речь, воображение, память и базовые навыки счета. Яркие цвета, приятная музыка, простая механика игр позволяет сделать обучение легким и приятным даже для самых маленьких. Эта тема нам близка. Почему? В первую очередь, потому что Давид Коява является нашим преподавателем, и он преподает курс по разработке игр на платформе Unity. Это специальная платформа, на которой создаются подобные игры. Такую работу надо масштабировать. Государство, я надеюсь, обратит внимание на подобные проекты, на молодых людей, которые фактически за счет энтузиазма занимаются такими вещами. Поэтому еще раз выражаю благодарность всем, кто организовал этот проект. Действительно, это очень важно. А молодым ребятам, которые хотели бы научиться разрабатывать игры подобные, STEM Lab предоставляет такую возможность и такие курсы. Приложение Анбан уже доступно в Google Play и App Store. Если скачиваний будет много и приложение понравится пользователям, авторы готовы продолжить работу и добавить новые мини-игры с более сложной механикой для детей постарше и взрослых. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Абаза ТВ. 24 и 25 ноября в Абхазском государственном драматическом театре имени Чанба состоится премьера спектакля «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина. Спектакль создается при поддержке Российского фонда культуры. Он посвящен 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Режиссер-постановщик, заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. Она рассказала о том, почему ее выбор пал именно на эту пьесу. Из многих пьес, мною прочитанных, эта пьеса «Эшелон» больше всех меня тронула. Очень подробно описаны персонажи, герои, каждый со своей судьбой, и то, как эта война отражается на той или иной семье, женщине, ребенке, подростках. Место действия – узкое пространство, эшелон, где бывают недопонимания между людьми. Пьеса знаменитая и востребованная многими российскими театрами. Это история о судьбах людей, столкнувшихся с войной, волей случая, попавших в одну теплушку поезда. Совершенно разные, растерянные, хранящие надежду. Они жадно проживают каждое мгновение жизни, стараясь сохранить самое главное – человечность, рассказала Мадина Аргун. 21 и 22 ноября в Государственном русском театре драмы имени Искандера состоится первая премьера нового 44-го сезона спектакль «Чайка» Чехова. Лекция о творчестве Антона Чехова прошла в Русдраме. В преддверии премьеры профессор Владимир Зонтарь рассказал об интересных фактах из жизни писателя. Подробнее в репортаже Алисы Адлиба. Гендиректор театра Ираклий Хиндпа рассказал, что идея провести встречу с известным абхазским поэтом и литературоведом Владимиром Зонтарем появилась перед премьерой «Чайки». Он отметил, что в Абхазии Чехова любят, уважают и читают, как в принципе во всем мире. Чехов был тот классик и тот мастер великий, тот гений, которому каждое слово было важно. Он где-то там пишет, что актеры плохо знают роли, там пишет кому-то из друзей. Они не готовы. Я предвкушаю провал пьесы, он где-то в каком-то театре. Но сейчас, и потом время показало, что это гениальная вещь. Я считаю, это очень
правильное решение, что «Чайку» именно, потому что это одна из лучших вещей, хотя в свое время Чехов настрадался от того, что я вчера читал, когда ставили там, чего только он не пережил, освистывали, что-то делали, это, но гениальная вещь. Владимир Зонтария рассказал о том, как связаны Чехов и Абхазия, и как республика отражена в творчестве русского классика. Он подчеркнул, что постановка «Чайка» для Русдрама крайне важна, ведь Чехов не просто вдохновлялся Абхазией, но и приезжал сюда, здесь заводил друзей и отдыхал душой. В архивных материалах писатель восторженно отзывался об Абхазии. Он утверждал, что, пожив здесь хотя бы месяц, он написал бы с полсотни обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов, писал Чехов. Но почему о Чехове чаще вспоминают? Я вчера раз втянулся в эту тему, думаю, давай еще перелистаю, и увидел Корнея Чуковского воспоминания о Чехове, я раньше не видел. И он тоже, опять-таки, говоря о кавказских вот этих походах Чехова, цитирует именно связанные с Абхазией, Чуковский. А это мало где я встречал. То есть настолько это было знаковым, то, что он написал об Абхазии, что это все выдающиеся люди, которые занимаются Чеховым, они об этом пишут. Также следует отметить, что в чеховской литературной географии обширное пространство принадлежит почти всему Кавказу. И есть достаточно оснований рассматривать абхазскую тематику Чехова в общекавказском историко-литературном контексте. Знаком того, что опыт исследования связей Чехова с Абхазией еще не исчерпан, и, скорее всего, он будет дополняться новыми деталями и нарративами, на мой взгляд, явился маленький, но весьма ценный символичный материал о том, как волей судьбы и обстоятельств родной брат Антона Чехова Александр оказался в Абхазии. Чехов, побывав в Абхазии, увидев своими глазами всю красоту этого края, не мог пройти мимо ее чарующей природы, чтобы впоследствии не использовать ее как место действия произведения «Дуэль». Повесть «Дуэль», созданная Чеховым по следам его пребывания в Абхазии. Очень много вы читали, я думаю, версий, предположений, даже по поводу того, где это происходит, в каком месте. Лично мне, вот это личное впечатление, кажется, что вот когда говорят одни в Гудаутах или под Сухумом, около Сухума, в окрестностях Сухума, речки, которые он описывает, вот желтую речку, да, мне кажется, что это Хопста. Но доказывать я не могу, может быть, это его вымысел художественный, но очень напоминает. Потому что когда Хопста выходит из берегов, маленькая, как будто она вообще исчезает в летнее время. Журчание, которое не слышно, оно становится бурной. Все наши реки такие, кстати. Очень напоминает характер наш национальный. 45-й театральный сезон Русдрама откроется премьерой «Чайка» 21 и 22 ноября. Билеты можно приобрести в кассе или на официальном сайте Русдрама. Алиса Адлеба, Арестит Каракасиди, Абаза ТВ. Новый проект «Народная сцена» Лапчаба стартует в республике 20 ноября. Об этом на пресс-конференции в «Спутнике Абхазии» сообщили министр культуры Дауркова и сопродюсер и автор проекта Теймур Астания. О том, кто может принять участие в конкурсе, что получат победители, кто их будет судить, расскажет Анастасия Никонова. Впервые в Абхазии стартует творческий конкурс сразу с 4 категориями: музыкальное искусство, театр и слово, хореография и движение, а также инструментальная народная музыка. Проект «Народная сцена Лапчаба» станет ярким событием в культурной жизни страны, отметил на пресс-конференции сопродюсер и автор проекта Теймур Астания. Также будут еще обучающие курсы, будут мастер-классы от наших знаменитых людей, от заслуженных и народных артистов, которые будут делиться своим опытом и тем самым поднимать качество профессионализма у наших участников. Вот. И, в общем, в финале всей этой истории мы закладываем дальнейшее продвижение наших артистов. То есть мы хотим пригласить из России наших друзей, российских продюсеров, которые занимаются как раз раскруткой
новых артистов. Проект «Народная сцена» поддержал Минкульт страны. Дауркови отметил, что одна из основных задач ведомства – выявление и поддержка талантливых молодых людей. И проект «Лапчаба» эту задачу упростит. Такого рода конкурсы, они как раз являются таким мощным стимулом для того, чтобы молодые люди пробовали себя на сцене. Потому что, ну, давайте откровенно, многие стесняются, многие не хотят пробовать, у многих нет возможностей. И вот сегодня такая фигура, как Тимур Таня, да, он сам по себе является очень мощным мотиватором для молодых людей, когда, глядя на него, ты понимаешь, что есть возможность достичь достаточно серьезных высот в творчестве. Вот здесь больше упор сделан на то, чтобы молодежь немножко раскрыла себя, так сказать, так более креативно. Проект поделен на две возрастные группы – дети с 12 до 17 лет и категория от 17 без возрастного ограничения. Кастинги будут проходить как в городах, так и в сельских домах культуры, отмечает Тимур Астания. Мы специально обратились во все районы, в дома культуры наших районов, и кастинг будет проходить именно в них, потому что во всех 7 районах мы хотим лично туда все приехать, поучаствовать в этом во всем и там провести кастинг. Почему именно в районах? Потому что мы хотим вот именно глубинную нашу составляющую нашего общества, нашего народа. Потому что вся наша культура, в принципе, идет из деревни, из села. Там она и сохранилась, там она, может быть, как-то преобразовывается в нужную сторону. Поэтому мы вот решили провести в районах, потому что, чтобы набрать с поселков, сел, молодые таланты, чтобы им было там более комфортно, нам так показалось. Что касается оценки выступления наших участников, то у нас состав жюри будет периодически меняться, но в принципе принцип его работы будет следующий. Мы по одному члену жюри взяли непосредственно, которые профессионалы в каждой из категорий. Вокал будет оценивать Нинель Бжаня, хореографическое мастерство Тимур Квиквискири, инструментальную народную музыку Тимур Агрба, а категорию театр и слово судят Кисоу Хагба, Владимир Зантария и Динара Смыр. Единственное, чего я хотел бы пожелать потенциальным участникам в преддверии конкурса, вот завтра стартует первый день кастинга, наверное, не стесняться. Самое главное, просто прийти, если человек чувствует в себе как некий потенциал, понимает, что то или иное направление – это его, но вот что-то внутри бывает, гложет человека, а вот вдруг я не смогу, надо прийти и попробовать. Я вас всех приглашаю, и я вас всех прошу, не повторюсь, конечно, за Дауром Вадимовичем, не стесняйтесь, не бойтесь, приходите, все будет хорошо. Уже в четверг, 20 ноября, в городе Гагра пройдет первый кастинг нового проекта «Народная сцена Лапчаба». На протяжении последующих 10 дней члены жюри объездят всю республику, чтобы найти самых талантливых певцов, музыкантов, актеров и чтецов. Анастасия Никонова, Арестит Киракосиди, Евгений Сильченко, Абаза ТВ. Сила духа – проект о людях, которые не сдаются вопреки обстоятельствам. В новом выпуске мы познакомимся с Леоном Лакраба. Несмотря на диагноз, молодой человек нашел свой путь. Он успешно совмещает науку, бизнес и преподавание и продолжает двигаться вперед. — 90 608 там должно быть. Да. У тебя, Мария, так? Да. Значит, у всех так. «Мой мир – это цифры». Так Леон описывает свое призвание. Математика была его любимым предметом еще в школе. Позже он успешно окончил экономический факультет АГУ. Несмотря на последствия родовой травмы, у Леона была обычная школьная жизнь, а потом и студенческая. Главное не бояться, а помочь есть кто в Абхазии все. Все друг другу помогут, все. У нас вообще очень, так сказать, толерантное общество, очень открытое. По дороге стоишь или в парке один сидишь, солнце, витамин D потребляешь, ничего не хочу да, больше, что-то да? в телефоне там копаешься, не проходит, и просто тебе помочь.
Смотрите историю Леона Лакроба в проекте «Сила духа» после выпуска новостей. А в завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 20 ноября, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков. Атмосферное давление повышенное, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 8-13, днем 17-22. Температура морской воды плюс 16, волнение морской воды умеренное и слабое, относительная влажность воздуха 50-70%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.